мае Уфа примет международный фестиваль национальных театров «Туган-Лык». Он проводится в столице Башкортостана с 1991 года. Но на этот раз формат расширили. В фестивале примут участие не только тюркоязычные, но и национальные театры. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Иршат Файзуллин, организатор предстоящего фестиваля, директор Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури у нас в студии. Иршат Ташбулатович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас предстоит очень важное мероприятие, наверняка уже подготовка на финишной прямой. Да, на самом деле с 16 по 23 мая состоится уже вышеназванный фестиваль, названный вами. Конечно же, мы вышли на финишную прямую на этой неделе, 16 четверг. Планируем уже открыть этот данный фестиваль. Открытие данного фестиваля произойдет на площади перед театром. Мы там планируем шествие коллективов, ну и определенную активность. То есть каждый может прийти и стать свидетелем этого мероприятия? Да, конечно же, мы приглашаем всех уфимцев, чтобы они стали свидетелями данного мероприятия. Мы уже обсудили то, что впервые на форуме будут представлены не только тюркоязычные, но и национальные театры в целом. Давайте проговорим для наших телезрителей, что это означает, вот кто приедет. На самом деле, до сегодняшнего фестиваля, название этого фестиваля было фестивалем тюркоязычных театров «Туган-Лык». С прошлого года мы озадачились вопросом несколько расширить географию, увеличить масштаб данного фестиваля и решили внести такое новшество. Вместо слова тюркоязычных внесли слово национальных театров. Тем самым мы расширили географию и расширили количество участников данного фестиваля. То есть уже могут участвовать не только тюркоязычная подгруппа, а все национальные театры. И вот это основное новшество данного фестиваля. Второе новшество заключается в том, что мы в этом году исключили из числа номинаций лучший спектакль. То есть номинации «Лучший спектакль» в этот раз не будет. Мы считаем, что все спектакли, которые пришли к нам на этот фестиваль, являются лучшими. Иршат Ташбулатович, расскажите, насколько увеличилось число участников? То есть вот кто впервые, может быть, приедет к нам в столицу Башкортостана на этот форум? На самом деле, когда мы уже начинали отбор, то есть начали приглашать коллективы, у нас была задумка пригласить коллектив из Беларуси, из Индии, из Ирана, Узбекистана, из Китая. Но в силу каких-то причин те страны, те коллективы, которые я сейчас назвал, к сожалению, не смогли приехать к нам на данный фестиваль. А из тех, которые не были до этого, вот мы можем отметить Марийский национальный театр. Они не входят в языковую группу тюркоязычных, на этот раз они участвуют. Абхазский национальный театр на этот раз тоже приезжает к нам. И в качестве специального гостя мы пригласили Псковский академический театр драмы имени Пушкина. Они покажут спектакль «Морфий», который номинирован в нескольких номинациях на фестиваль «Золотая маска», конкурс «Фестиваль Золотая маска». Почему они? Потому что они являются филиалом Национального театра России, Александринского театра. И, конечно же, они тоже, кроме них, могут участвовать в фестивале национальных театров. Очень интересный получается репертуар. Расскажите, какие еще новинки можно будет увидеть? Как я уже отметил, спецгость Псковский театр «Морфий». Можно еще отметить такие спектакли, как «Король Лир» Шекспир, это Северо-Осетинский национальный театр. Они тоже отмечены, то есть являются номинантами «Золотой маски» в нескольких номинациях. Мы их пригласили, а мы сами, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, как организаторы решили участвовать вне конкурса, вне конкурсной программе. И на этот раз мы показываем спектакль «Красный Паша» по произведению Нажипа Асанбаева. Мы знаем, этот спектакль у нас про Карима Хакимова, про известного дипломата, который в начале рассвета советской власти в 20-30-х годах был послом наших
Саудовской Аравии, вот в этих вот восточных странах, и очень прославился своей деятельностью. Поэтому мы решили показать этот спектакль. Но кроме этого мы планируем еще, пока вот на стадии обсуждения, показать свой спектакль «Буренушка» как ночной показ. То есть примерно 22:00 пока планируем так организовать 21 мая. В свободной продаже также, то есть кто может прийти вечером, ночью на спектакль, мы приглашаем их, а также все те коллективы, которые в этот день будут у нас в Уфе, они могут бесплатно посмотреть этот наш, ну, я бы сказал, шедевральный спектакль. Расскажите еще, какие театры из Башкортостана примут участие в этом мероприятии? Вы знаете, на этот раз мы не пригласили больше ни один театр из нашей республики, ограничились только с собой, нашим театром. Но есть причина. Фестиваль проходит в течение 7 дней всего, и вот за эти 7 дней нам необходимо было поместить те театры, которые вот хотят принять участие в нашем фестивале. Их оказалось 13, но кроме нашего театра с нами 14. Поэтому очень такой плотный график и, ну, я не знаю, к сожалению, что ли. Да, насыщенный действительно график. Мы не смогли вот в полной мере театральное искусство Башкортостана представить. Но я думаю, что от этого мы не пострадаем. У нас, насколько я знаю, скоро с 1 по 10 июня будет фестиваль национальных театров малых городов. Фестиваль. Вот тогда наши все региональные театры покажут все свои спектакли. Насколько я понимаю, будет не только показ спектаклей, но еще и организован мастер-класс представителями Александринского театра. Да, вы правильно отмечаете. С 20, 21, 22 мая 3 дня подряд для 25 артистов, слушателей, так скажем, будет организована образовательная программа Александринским театром. Здесь они представлены 5 лекторами, которые будут в эти дни рассказывать, скажем так, обучать наших актеров из Республики Башкортостан. Все это будет проходить у нас в малом зале Башкирского театра. На данном этапе мы формируем списки, кто попадет в число этих счастливчиков, так скажем, которые будут обучаться по этой программе. И я думаю, что мы это тоже проведем. Может быть, сейчас мы будем рассуждать об очевидных вещах, да, а может быть и совсем нет. В чем важность этого фестиваля? Почему вообще важно? Почему мы сегодня говорим о национальных театрах? Почему нужно их сохранять? Ну, что такое национальный театр? Да, ведь это в первую очередь призван, это мое личное мнение, сохранять национальный язык. То есть люди приходят в театр, те, которые хотят услышать чистый башкирский язык в данном случае, чистый чувашский язык, татарский язык, ну и другие национальные языки. Вообще национальные театры вот в разрезе российских театров имеют определенное место, и вот на последние годы имеют определенный подъем в развитии своего искусства. Можно отметить несколько национальных театров, которые вот как раз на высшей ступени являются, но я сейчас их реально назвать не буду, чтобы как бы не обозначивать, не обижать других. Но про себя скажу, что наш Башкирский академический театр драмы имени Мажида Гафури, он в настоящее время вот прямо таком на слуху и везде про нас говорят. Мы участвуем в разных фестивалях. Вот недавно только были в Будапеште, участвовали в 11-м международном театральном фестивале. В прошлом году в октябре приняли участие в Всемирной театральной олимпиаде, тоже в Будапеште. Поэтому вот наш театр, он такой. Я могу сказать про наш театр. А в чем же важность фестиваля? Конечно же, фестивали должны проходить. Национальные они или другие фестивали. На этих фестивалях мы видим искусство других театров. Это раз. Второе, есть возможность зрителю, который находится в том месте, где проходит фестиваль, посмотреть спектакли, которые ставят другие театры, не выезжая из своего региона. Это очень большой плюс. Ну и, конечно же, сохранение дружбы, межрегиональной дружбы, это, конечно, несомненно. Давайте расскажем нашим телезрителям, на каких площадках будут проходить постановки, где можно будет посмотреть, как можно приобрести билеты.
Показы спектаклей пройдут на 3 площадках. Первая площадка — это, конечно же, мы, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури. Вторая, третья площадка — это Национальный молодежный театр имени Мустая Карима и Уфимский государственный татарский театр «Нур». Мы выбрали именно эти 3 площадки для того, чтобы иметь возможность переводить текст, национальный текст на русский язык. Именно в этих театрах есть такие устройства. То есть в эти дни постановки на разных языках будут доступны для наших телезрителей. Можно будет прийти совершенно спокойно. Даже если ты не знаешь, допустим, башкирский, татарский, чувашский или марийский язык, то ты с помощью наушника этот вопрос легко решаем. Да, совершенно верно. Раз фестиваль является национальным, все театры-участники играют на своем национальном языке спектакли. Даже тот же самый Псковский театр играет на русском языке, но русский язык, он тоже оригинальный, является национальным языком. Поэтому 13 театров будут играть на своем национальном оригинальном языке, и все это будет переводиться на русский язык через определенные наушники синхронного перевода. Иршат Ижбулатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали нам о предстоящем форуме. Я думаю, что он будет интересным для ценителей искусства, для тех, кто действительно ценит именно национальную культуру, потому что национальные театры – это особый пласт культуры, который сохраняет именно те традиции и именно на сцене. Наверное, в этом есть определенная важность, которая передается из поколения в поколение культуры. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.